В отделении реанимации Гудаутского ковид-госпиталя 13 больных. Состояние 9 пациентов крайней степени тяжести. С ноября месяца отделением реанимации заведует реаниматолог из Нижнего Новгорода Ангелина Калинина. По словам врача, на сегодняшний день в стационар поступают больные со всей республики, в частности из реанимационных отделений районных больниц. Понятно, что ковид здоровья им не добавляет, поэтому здесь регистрируется самая высокая смертность. За сутки действительно скончалось 5 человек. Самый молодой из них был мужчина 36 лет. Он был в крайне тяжелом состоянии, поступил уже с декомпенсированной основной патологией, от которой он предположительно скончался. Но в реанимационное отделение поступают пациенты нездоровые по соматическому, то есть сердечно-сосудистой патологии, с неврологической патологией, с заболеванием бронхолегочной системы, плюс возрастные пациенты и с большим процентом поражения легких. Как добавила Ангелина Калинина, рост заболеваемости в республике связан с появлением нового штамма коронавируса омикрон. На сегодняшний день в госпитале не диагностируется, какой именно штамм у пациента – дельта или омикрон. Врачи могут определить это лишь клинически. А что касается вакцинации, в реанимации привитых нет. К сожалению, вот здесь это беда, наверное, этой республики. Привитых пациентов у нас нет. На втором этаже инфекционного отделения 32 ковид-пациента. Тяжелых нет. Этери Губаз поступила в стационар неделю назад. Она чувствует себя хорошо. Динамика положительная. В одной палате с ней ее супруг Мираб. Его состояние удовлетворительное. Положительный был тест, но так бессимптомно, ни температуры, ни кашля не было. Но раз из-за ним нужен был уход, мы одновременно заболели. Я вот здесь все анализы проверила, КТ сняла, у меня все чисто. Я не вакцинирована, потому что я работаю в школе, оказывается, я уже перенесла в легкой форме, и у меня были антитела. Вот эти антитела меня и выручили сейчас. Да. А будете вакцинироваться? Буду, обязательно буду. И он будет вакцинироваться, и я буду. К выписке готовится сосед по палате Жора Бегян. Он здесь уже 18 дней. Поступил в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией легких. Сегодня ему намного лучше. В тяжелом состоянии был, я даже моментом не помню. Спасибо всем обслуживающим вот этим персоналам, докторам. Обращаются очень приятно. Одни отказывались говорить на камеру, другие, собрав силы, благодарили врачей. Святые люди, я благодарна вам. Вы меня спасли. Благодарю вас бесконечно. Ой, состояние было плохое, конечно, сейчас лучше очень. Я хочу просто благодарность большую объявить каждый, который в халате. Я не знаю, тут люди такое творят. Ой, спасают. Я благодарна. Меня спасли уже 2 недели назад. Я в плохом положении поступила. Я таких вообще, у меня уже 66 лет. Я не видела нигде таких врачей. Я уже не умру. Благодаря вот этому Анрику, вот этому всех этим медсестр, которые, как мама, вот здесь каждую минуту днем и ночью стоят. Дай Бог им здоровья, очень внимательные, вежливые. Я вообще куда? Я говорю, я в рай попала, я очень тяжелая пришла, я в рай попала. Дай Бог им здоровья, как они нам помогают. Посетили мы и главный корпус Гудаутской ЦРБ. На 3-м этаже 34 ковид-больных, 12 в тяжелом состоянии. По словам заведующей отделением Ирмы Кочарава, количество больных каждый день увеличивается. За вчерашние сутки поступило только 5 больных. Выписка, конечно, тоже у нас достаточно активная, но, несмотря на это, быстро очень места заполняются. И все больные, к нашему сожалению, они уже поступают в достаточно тяжелом состоянии. Очень многие, да, переведены из других стационаров. К сожалению, мало что от нас может в этом плане зависеть, потому что то, как будет протекать само заболевание и какие осложнения вызовет у того или иного пациента, мы не всегда можем это спрогнозировать. И несмотря на активное лечение, например, в других стационарах, да, состояние больного ухудшается, и он поступает уже к нам в таком. Иногда, естественно, они поступают и с амбулаторных инстанций, и также дома. То есть не всегда это лечение адекватное на амбулаторном этапе. Вот, как бы тут все факторы, они и есть.
Любовь Осколова заболела коронавирусной инфекцией 28 января, а уже 3 февраля была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сегодня она со слезами на глазах благодарит врачей, отмечая их трепетное отношение. Заболела случайно. Видимо, кто-то меня наградил. 28 числа мне стало плохо, поднялась температура. С 28 вот болею до сих пор. Привезли меня сюда 3 числа ночью с температурой 39. Горела 2 дня. Я очень благодарна врачам, которые здесь находятся. Это золотые люди. Как они обслуживают нас. Они ходят в день по 3, по 4, по 5 раз. И целой делегацией. Не просто один кто-то заглядывает. Все обследовали. Меня поставили на ноги. Я уже здорова. Спасибо огромное. Вот сейчас теперь поставлю мужа на ноги. И тогда все будет хорошо. Вы вакцинированы были? Я была вакцинирована лайтом 1 сентября. Вот. А ревакцинироваться не успела. Сказали, что надо, говорит, через полгода. И вот не успела, может быть, поэтому вот так тяжело В любом было. случае вы перенесли болезнь легко. Вакцина все равно играет свою роль, да, то есть быстрее поддаются лечению и встают на ноги. А у Льва Коломина недоверие к прививке было больше, чем страх перед болезнью. Самая большая проблема распространения такого рода сомнений – это эффект толпы. Люди обсуждают вакцинацию со своими соседями, друзьями и коллегами. В итоге поток информации обрастает новыми подробностями, как снежный ком, говорит он. Даже несмотря на то, что Лев Коломин попал в ковид-госпиталь, делать прививку он не готов. Знаете что, я опять, как всегда, как по рекламе, что не сделаешь прививку, а потом, а почему не сделал? И до сих пор под вопросом, надо или не надо. Надо, не надо. Конечно, желательно надо, но где-то еще подтайно такие есть мысли, что вдруг последствия какие-то. На 4-м этаже главного корпуса 20 ковид-больных. Есть и тяжелые. Нужно отметить, что в отделении развернули еще 24 койко-мест. Спад пациентов не наблюдается и на КТ. У нас как стабильно держалось от 30 до 50 человек. Каждый день мы их всех смотрим. У нас в основном поступают, вот предыдущую всю неделю у нас были те, которые с объемом поражения легких, то есть это те ковидные, которые болеют дельтой, штаммом дельта. Вот. А омикрон, который до этого у нас был, тоже были у нас пациенты, их было очень много, но у них не было никакого поражения легких, чисто они ПЦР подтвержденные, там какие-то изменения в анализе крови, а по легким у них было все чисто. И вот предыдущую неделю у нас тоже до 50 человек каждый день, и у всех практически КТ 0, и среди них дельта тоже, конечно, была. Но эта неделя у нас ужасно тяжелая, все пациенты тяжелые, у всех поражение легких от 50% и выше. На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ 100 ковид-пациентов. С медикаментами проблем нет. Однако ощущается острая нехватка младшего медперсонала. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.